Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Мужчина в вашей голове, его мысли, его чувства, его действия. Загадайте, пожалуйста, на мужчину. И пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, как же он вас ревнует. Господи, спаси и сохрани. Смотрите, сразу любовный треугольник показан. Одна женщина, два мужчины. Он безумно вас ревнует. Если он вам об этом говорил, либо вас расспрашивал, и вам показалось, что он просто так дурачится, либо шутит, это вам показалось. Он думает об этом постоянно, ежедневно, ежеминутно, ежесекундно. Это самый главный страх в его жизни. Страх, что вот вы с кем-то другим выберете кого-то другого, что вы его за нос водите, а потом еще и продинамите. То ли он у вас действительно такой вот прям впечатлительный, мнительный мужчина, а может быть, действительно вы даете ему повод. Может, вы решили проверить его чувства и его немножечко так спровоцировать. Девочки, это плохая идея. Здесь мужчина одержимый ревностью, а ревность — это нехорошее чувство и ни к чему хорошему не приведет. То есть вы хотите проверить его чувства, либо смотивировать к каким-то серьезным шагам и действиям, а все может обернуться совсем под другим углом. Я не хочу тут плохие вещи говорить, но тем не менее. Сейчас я еще карты сразу возьму. Мне кажется, что это все неправильно. Если дали повод для ревности, вы можете это проработать вместе с ним, объяснить, я не знаю, там, больше времени ему уделить. Если вы никаких поводов для ревности не давали, все равно нужен разговор, причем разговор откровенный, честный, где мужчину нужно либо направить, наверное, к психологу, что ли, либо попытаться самостоятельно убедить, что вот зря он вас ревнует, что ревновать вас не нужно. Что-то связано с тем, что вот не знаю, вот либо сами повод дали, либо кто-то против вас действует. Мужчине могли и как-то анонимно донести, что вот вас там видели, какие-то провокационные фотки сбросить. Возможно, кто-то, есть какие-то мыши, которые копают против вас, которые хотят разлучить вас. Такое тоже может быть. И судя по сочетанию карт, возможно, это даже с вашей стороны кто-то пытается вас опорочить, чтобы разлучить вас с этим мужчиной, либо чтобы этого мужчину от вас отвадить. Он там случайно не нравится какой-то из ваших подружек, запросто может быть. Ревность. Вот в его мыслях и чувствах именно идет такая дикая ревность. Он уже себя слабо контролирует, очень сильно ревнует. Если мужчина закрылся, если мужчина как-то перестал активно действовать, проявляться, это все из-за ревности. Вот. Поэтому нужно что-то с этим делать, причем в обязательном порядке, как можно быстрее. Что в его настоящих чувствах? Вы для него, вот смотрите, целый мир. Вот женщина, от которой он сходит с ума. Видите, вот ваш образ показан. Вы так что-то руки вверх сделали, да? И огромный восклицательный знак, и еще якорь показан. Но вы та самая женщина, ради которой ему хочется жить, ради которой ему хочется чего-то там добиваться, работать, созидать, развиваться хочется. То есть он вас встретил, и вы именно та, кого он искал всю свою жизнь. Если это новые отношения, мужчина влюблен как мартовский кот. Если еще нет отношений, то мужчина кроме вас вообще никого не замечает и не заметит, и никакая другая женщина кроме вас ему не нужна. Он определился.
Даже если отношений нет, вы одна единственная в его голове, в его сердце, в его душе, в его жизни. С другими женщинами этому мужчине и неинтересно, и не важно, и вообще, наверное, избегает, да, либо просто общается как с людьми. Восторг. Это какой-то дикий восторг, детский восторг, эйфория, когда вы рядом, либо когда, например, он о вас так думает. Ну, конечно, сейчас ревность все перекрывает, но тем не менее. А якорь прямо указывает на то, что ему хочется с вами стабильных, четких, справедливых, законных отношений. То есть, ну, грубо говоря, он видит вас своей женой. Если вы уже жена этого мужчины, то вы его крепость, вы его опора. Вы та, ради которой он живет. Но самое главное, что есть в его жизни. Вы его мир, вы его покой, вы его дыхание, вы его кислород. Понимаете, вы его кровь, вы его жизнь. Вот очень красиво показал, прям, ну, может, он у вас стихи пишет, да, либо очень романтичная натура. Ну, красавчик мужчина, за это я хвалю. И еще в его мыслях показывают какие-то как денежные моменты. Смотрите, нужны деньги. Нужны деньги на что? На огромный цветок, на огромный букет, на фонтан и даже на какой-то полет. Может, вот мечтает, наверное, да, мечтает подарить вам какие-то дорогие подарки. Либо мечтает и подарки подарить, куда-то вас свозить, например, на отдых, да, чтобы вот вместе поехали, чтобы вы порадовались, да, может, вы о Мальдивах мечтаете, и мужчина такой: боженька, где ж мне столько денег раздобыть, да, но раз любимая мечтает, нужно как-то постараться, денежку заработать, найти, раздобыть, чтобы любимую свою порадовать. То есть это не тот мужчина, который, зная, что его женщина мечтает о Мальдивах, будет предлагать ей, я не знаю, Египет или Турцию. Хотя и в Египте, и в Турции тоже есть приличные отели. Но тут дело не в этом, а в том, что вы мечтаете, чего вы хотите, да, хочется вас порадовать. Что значит этот огромный цветок, я не могу сказать. Возможно, вы понимаете, да, какая-то вот, не знаю, покупка, например, да, может, вы какую-то сумочку хотите от Hermes, либо какую-нибудь еще там вещицу дорогую. Может, вам, не знаю, квартира нужна, да, либо машину вы хотите, тоже может быть. А букет — это предложение. Предложение, причем предложение, скорее всего, как любовного характера, это в руке и сердце. Либо, если вы уже вместе, может, предложение, там, не знаю, как-то больше времени вместе проводить, либо, может, обвенчаться он с вами хочет, да, он об этом мечтает. Но опять же, вы все разные, да, цыпка-то общая, к сожалению. Но мечты, конечно, у него правильные. Вот с точки зрения женщины очень правильные. Очень правильные. Да, возможно, кстати, вот так оно и происходит, что ваша подружка видит, как этот мужчина к вам относится, как он там с вас глаз не сводит, как он с открытым ртом на вас смотрит. И она такая думает: блин, вот за что ей такое счастье? Как мне с этим жить? Я тоже хочу такого мужчину. И вот начинает козни строить, да, например, там сгущает краски, начинает как-то, знаете, сально намекать этому мужчине, что вот вы там и с тем, и с этим, и с пятым, и с десятым, что у вас там мутное, непонятное прошлое. Понимаете, такое может быть, запросто может быть. Ну а если вы сами даете повод для ревности, это, девочки, очень плохо. Это путь в никуда. Даже самые счастливые отношения, даже самая настоящая любовь из-за ревности может очень сильно пострадать. Да, была счастливая, станет несчастная. Не играйте с этими вещами, да, это очень важно. Это очень опасно. Да? Играть с ревностью ни в коем случае нельзя. Человек может быть идеальным, прекрасным, но ревность такие страшные вещи творит с людьми. Буквально мозг отключается, либо переключается на какую-то негативную волну. И, знаете, вот это говорят, состояние аффекта. Да? Человек не ведает, что он творит, да? Не ведает, не понимает. И потом все может просто испортиться в один момент, и все. И на этом все закончится. Да? Еще и, не дай бог, последствия будут.
Не играйте с ревностью, никого не провоцируйте и не давайте поводов. Да, вы современная, самостоятельная, независимая, прекрасная женщина, но с ревностью не играйте. Да? Можно и каким-то другим путем утверждаться, самоутверждаться, но не через ревность, да? Не через то, что вы даете повод для ревности. Так, его действия. Ну, поговорить, причем мужчина не настроен на то, чтобы там устроить как допрос с пристрастием, чтобы вас там пытать, заламывать вам руки, кричать «признайся». Да? Нет, он на это не настроен. Ему будет достаточно просто задать вам вопрос. Вопрос, допустим, если вы уже в отношениях, там, любишь ты меня или нет, хочешь ли ты со мной быть или нет. То есть если вы, например, скажете, что нет, я люблю другого, ему, конечно, будет очень больно, очень обидно, очень неприятно, но он, скажем так, сделает над собой усилие и уступит место, да, откроет вам дорогу. И если вы говорите, что ну нет, я тебя люблю, ты что, ты глупенький там туда-сюда, то мужчина будет бесконечно счастлив. И я так понимаю, что эта тема останется в прошлом. Просто вот забудется, сотрется, мужчина не будет об этом думать, он вам верит, ему достаточно то, что вы ему говорите в лицо. Он, кстати, считает, что вы очень честный человек, честнее самых честных людей, которых он знал в своей жизни, либо знает. Вот за это он вас очень сильно уважает, именно за вашу честность. За то, что вы всегда говорите правду. Так что не бойтесь этого разговора. Да? Если вы еще вне отношений, то мужчина, скорее всего, найдет повод, подойдет и поинтересуется конкретно лично у вас по поводу вашей личной жизни. Ну, то есть свободны вы или нет, есть ли кто в вашем сердце. Ну и вы ему ответите, и он вам, девочки, поверит. Скажете, что не свободно, он отстанет, он больше никогда не подойдет. Если скажете, что вы свободны, то мужчина может сразу даже вам предложить там куда-то вместе сходить, провести время. То есть конкретно, да, уже какие-то действия от него пойдут. Честно, мужчина очень неплохой, но вот любовь на него так действует, что он иногда теряется. Когда чувства берут верх над разумом, этот мужчина как будто бы как маленький ребенок. Становится маленьким ребенком, ведет себя как-то несуразно, странно. Но вы очень сильно на него влияете, и влияние ваше на него колоссально. Вы даже не догадываетесь, насколько сильно вы на него влияете. Может быть, когда-нибудь он вам про это расскажет, может и никогда не расскажет. Да? Не потому, что он стесняется, просто он считает, что это не настолько важно, чтобы вас с этим отвлекать, либо забивать вам этим голову. Для этого мужчины очень важно, чтобы вы всегда были довольны, улыбались, чтобы у вас было хорошее настроение. Ведь когда вы улыбаетесь, у него сердце улыбается в ответ. Он так любит вашу улыбку. В вашей улыбке столько очарования, столько шарма, столько, знаете, вот каких-то детских моментов. Прям любуется, готов вечность любоваться вашей прекрасной улыбкой. А еще у кого-то из девочек смех какой-то необычный. А может, как колокольчик звенит, а может быть, вы смеетесь немножко так, знаете, чудно. Но мужчина обожает ваш смех. Он прям, знаете, млеет, когда слышит, когда вы смеетесь. Еще этот мужчина очень верный на самом деле. Вот он как однолюб не идет, да? Если он полюбил, то это уже раз и навсегда. И нет такого, что у мужчины, там, знаете, несколько женщин, и он не может выбрать, и он такой, здесь я типа сердцем, там я телом. Нет, такого нет. Я этого не вижу, и не вижу, чтобы мужчина был к этому, имел какие-то склонности, да. Больше мне идет, что мужчина верный, что мужчина преданный, что мужчина вообще однолюб, да, вот именно так мне идет. Смотрите, по поводу мужчины мне добавить уже больше нечего, но хочу акцентировать ваше внимание на какой-то вашей подруге, либо это какая-то знакомая женщина, которая действительно вот стала вам завидовать очень сильно. А возможно, она помимо зависти еще действительно положила глаз на вашего мужчину. Обратите внимание, и возможно, вам стоит прекратить общение с этой женщиной, либо максимально минимизировать, не привлекать эту женщину, не допускать ее к вашему мужчине.
То есть тут такая женщина, что она от отчаяния даже может на него там, ну, не знаю, напрыгнуть, да, либо впрыгнуть к нему в постель, скомпрометировать его. Вот. Лучше такое, конечно, избегать. Либо она будет как это ехидная крыса, но мы с вами видели, карты показали, да, будет ходить и капать ему на уши, что вы там такая, что вы сякая, что там какой-то ужас, что он так мало о вас знает, что вот ей так его жаль, что хороший мужчина попал к такой, ладно, не скажу, к такой нехорошей женщине, да, с такой низкой социальной ответственностью. То есть, ну, понимаете, да, и она же будет, знаете, что говорить? Она будет говорить, что, ну, я же ее подруга, либо я же с ней там вместе работаю, либо по соседству живу, я ее очень хорошо знаю. Я знаю ее лучше всех. И все это типа проходило на моих глазах, там может и на Библии поклясться, и на чем хочешь может поклясться. Тут у кого-то конкретно идет, что от зависти, что у нее такого нет, а у вас есть, и она не может это пережить. А у кого-то от того, что она положила глаз на мужчину, что он ей тоже очень понравился, а мужчина хороший, порядочный, и что добру пропадать, да? Приберу-ка я его к рукам. То есть, ну, максимально деструктивное поведение, и нужно это, конечно же, пресекать. То есть она может вам про этого мужчину говорить хорошие вещи, либо наоборот плохие, а мужчине она, значит, будет там лить в уши, что вот вы такая плохая, да, гулящая, что вот мне тебя так жаль, ты такой порядочный, ты такой хороший, да, ты не заслуживаешь, ну, типа, чтобы такая женщина испортила тебе жизнь. Вот, поэтому, конечно, лучше поаккуратнее будет, да, это как предупреждение, что сейчас все может измениться. Причем измениться по вашей невнимательности, либо из-за вашего доверия к вашей подруге, либо вы упускаете из вида, да, что какая-то женщина с вашей стороны, вот именно с вашей стороны обрабатывает вашего мужчину. Ну, с желанием, конечно, там, либо разлучить, либо себе его забрать. Ну, разлучить и себе забрать. Это важно. Мужчина хороший, у мужчины серьезные планы, серьезные виды, серьезные чувства к вам. Поэтому я вижу, что толк с этих отношений точно будет. И будете счастливы. И все у вас будет замечательно. Будете залюбленная, в подарках ходить. Все мужчина сделает. Вы для него очень мощный мотиватор. Он сам себя вами мотивирует. Кто такой мужчина, что ему, наверное, и говорить особо не надо. Да, он очень внимательный, наблюдательный. И от него ничего не скроется в плане там, ваших желаний, ваших хотелок. Мои дорогие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.